Учиться нам нужно еще многому и, как бы ни звучало банально, уважительному отношению к пожилым людям, особенно к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Сегодня это история о женщине, которая пережила войну и до сих пор скорбит, но не по памяти, а по собственной жизни. Мария Ивановна Пирожкова во время Великой Отечественной работала в колхозе имени Свердлова тракторным учетчиком, рыла окопы, работала дояркой, а потом и кладовщиком. Труженица тыла, ветеран труда, на старости лет вынуждена выживать в собственном доме. Село Белярск Алексеевского района. На этих кадрах видно, что жить в этом доме даже молодому, здоровому человеку невозможно. Печь топить опасно, она разваливается по кирпичикам. В стенах огромные щели, трещины по потолку пропускают воду в дождливые дни. Буквально коробка на земле, без газа, без воды. Пол провален, туалета нет даже на улице, а огород зарос высокой травой. Марии Ивановне 97 лет, она ходит, говорит, но плохо слышит. У нее никого нет. Возможно, она и не дожила бы до такого почтенного возраста, если бы не дальний родственник из Казани, который иногда помогает, да сердобольная соседка, что приносит воду и присматривает за ветераном. А вот где остальные службы и ведомства? С Марией Ивановной познакомилась и помогла Диляра Юсупова. Многие из вас знают историю села Белярск. Сегодня село, а когда-то город, один из крупнейших средневековых городов Волжской Булгарии, построенный в X веке на реке Черемша. Место археологических раскопок. Святой Ключ, дом Арбузова, историко-археологический музей. Белярск. Великий Белярск. А вот и еще одно его величие. Еще. И еще. Если не знать наверняка, можно подумать, что дом заброшенный, но внутри него настоящее величие. Крохотная женщина с большой историей. Впускает нас в дом, не зная, кто мы такие и зачем пришли. Ветеран войны до сих пор просто доверяет любому входящему. Она мало что помнит и почти не слышит, будто нарочно не хочет копаться в прошлом и слышать этот странный безумный мир. Расскажи про войну, что ты там во время войны делала? Окопы рыла, что еще делала? Лес пилила, в лесу работали. В лесу. Еще что делала? Ну вот, в лесу, там на военном пайке были, нам давали паек военный. Мы там шили, чуваш шили. И дояркой, и скотником, и в колхозе все полностью. и вещиком. Все, то тоже в колхозе требуется, все она Разные делала. работы на разных. Из того, что удалось узнать, во время войны Мария Ивановна работала в колхозе имени Свердлова тракторным учетчиком, после кладовщиком, откуда и вышла на заслуженный отдых. Но можно ли назвать это отдыхом? По этим кадрам вы и сами поняли, что это и есть весь дом. Проходная больше похожа на сарай. И вот эта дюймовая комната. Хромая кровать, старая печь, электрическая плитка, телевизор и косой стол. Пол разве что не разваливается, напоминает просто скинутые доски. Ни газа, ни воды. Летом будто шалаш, скрыться от жары и дождя. Зимой надежда на печь, которая давно угроза для жизни. Туалета у нее нету. Даже сливной ямы нету, куда бы она поганое ведро вылила. Она везде выливает вот мусор, как что. Но в доме, вы сами видите, каких условий. Дом весь сел, печка дымит. Она зимой чуть не задохнулась, вызывала меня, позвонила, мне говорит: Вера, говорит, неплохо. Я скорую вызвала. Она чуть не угорела. Она раньше ходила ко мне постоянно в баню. Уже 5 лет, как она не ходит вообще в баню. Говорит: Вера, говорит, я боюсь упасть. Я вот баню затоплю, воду ей принесу, она здесь полоскается. Если бы не эта женщина, за права и достойное существование ветерана бороться было бы совершенно некому. Но и она ограничена в возможностях. У самой 4 детей, один из которых инвалид. Еще один близкий человек с непроизносимой родственной связью. 4-юродный внучатый племянник. Живет в Казани и построил вот этот забор.
Материалы предоставил сельсовет, но на этом помощь закончилась. Вот, бабуль, клубнику польешь. Вот у нее выход в огород. Говорю, вот забор. Даже здесь забор. Вот выход в огород. Здесь никак не что, здесь все крапивой поросло. Там клен порос. Через мой огород вот так вот. Я у себя ей сажаю, вот собираю картошку и ей проношу вот на зиму. Трактор нанять, чтобы скосить, землю навозить, вспахать. Дед, какие деньги нужны? Так лучше картошку купить. Но она хочет возиться в земле. По словам Веры, Мария Ивановна жила так всегда, с тех пор, как соседка сюда переехала, а это в 2009 году. Жилье давно имеет статус аварийного, но почему-то власти не предложили ветерану ничего взамен. Газ и воду провести сюда невозможно, сказали в сельсовете. На том и порешали. Еще 10 лет пройдет, тогда дадут. Нет, из-за этого сейчас телевидение приехало, чтобы показать, почему 10 домов каменных построили ветеранам, а тебя прошли мимо. И нечего фотографировать меня. Уже не веришь никому. В какой-то момент Мария Ивановна сбегает, не хочет сниматься и вообще становится сердитой. Она не желает жаловаться, отвергает помощь и давно никому не верит. Вот так разрушенный дом разрушает последние надежды. Так ходил, наверное, 25 лет прошло, она писала. Требует сельсовет. Она раз 4 писала. Наташка сколько писала, Лена сколько писала. Иринка Бегунов сколько писала. Ходил за Наташку. А что, ничего, никуда. А это схватились, когда умирает. Что на Я не смех верю, поднимать? никто не поможет. На смех их поднимает. Мы отправляемся в сельсовет. Главу тут же встречаем на пороге. Говорит, бабушку знаю, на вопрос «почему так?» отвечает парадоксально. Но она же ничего не просила. А потом набирает номер руководителя аппарата совета района. Там нет воды, нет газа, нет туалета, все заросшее травой, и она там даже посадить ничего не может. У нее нет ни родственников, никого. Ей 97 лет, ветеран войны, ну как-то, это, ну, не знаю, неприлично как-то даже. Я даже первый раз слышу, что в таких чудовищных условиях проживает. Сейчас я переговорю с главным Целинским, вы там с Галиной Мухаевичем общаетесь, обязательно возьмем контроль. Удивительное дело, ветеране в районе ничего не знают, может, не хотят знать, но обещают приехать, а мы покорно ждем. Тут же возникает переполох. Справедливости ради, это довольно оперативная реакция чиновников. Забор вы попросили, забор сделали. Да. Еще что вам надо сделать, скажите? Не знаю, дров вообще не привезут. Дров, да, еще надо будет, привезем дрова. Привезем Она съездить только за говорит, деньги насчет 80 тысяч. Нет, зачем, бесплатно привезем. Насчет печки вот она все. А куда? Ну, вот в течение недели привезем. Куда зима будет? Нет, какой зима, далеко еще за зимой. Руководитель аппарата будто бы и сам в изумлении от подобного. Мы снова проходим в дом, в который все вместе еле влезаем. Мария Ивановна уже не против гостей, местами шутит и смеется. Ну и что пришли, куда заселять меня будем? Только не знаю, где вы дадите новый дом. Гигантский. Марья Ивановна, подумать надо. Вот и главное, подумать надо. А в дом-интернат не хотите? Нет, Нет? нет. Я тут хочу лягу, хочу встану. Хочу выйду, хочу, кто придет ко мне. 97 лет. Она не хочет покидать этот дом, но что-то сделать с этим домом уже невозможно, объясняет администрация. Почему не сделали раньше, стыдливо качают головой. Но кое-что предпринять все же можно. Честно говоря, вы сами видите прекрасную ситуацию, то, что здесь вложений намного проще нового построить. Но нового построить это тоже сумма немалая. Один как из вариантов переезд, но бабушка переезжать не хочет, дом-интернат. Вопрос взяли в работу. До этого вопрос, в принципе, не поднимался такой. Минимум, что в наших силах на сегодняшний день, это, то есть, повторюсь, дрова и почистить печку, это однозначно. В ближайшую неделю данный вопрос будет закрыт. Уже на следующий день после нашего приезда стена из дров, отстроенный до конца забор. Рабочие косят заросший огород, а в доме чинится проводка. Печку прочистили, плитку купили. Во дворе появился новый умывальник. Нам также пообещали, что приведут в порядок и территорию. Мы будем следить за этой историей. Диляра Исупова, Андрей Ключников, 7 дней.